Дорогие друзья, в эфире программа «Мы вам покажем». Творчество поистине безгранично. Мастера творят в разных техниках, шедевры создают и комбинируя те или иные виды творчества. Сегодня с Викторией Ивановной Павловой мы изготовим самого настоящего мамонтенка. Виктория Ивановна, что у нас будет? Для начала мы берем фольгу, это для основы. Основа будет довольно-таки плотненькой, да, чтобы полимерная глина держала свою форму при запекании. И если говорить о лепке, да, лепка помогает, как мы все знаем, развитию мелкой моторики. Но если родители вместе с ребенком делают такую игрушку, да, смешанной техники, то это, конечно же, и сближение между родителями и ребенком, и связь такая появляется, да. В общем, одни плюсы лепки. Совместное творчество, как и совместный труд, еще подметил кот Матроскин, объединяет. Да. То есть начинаем с набивного материала, это у нас будет фольга. Да, обязательно для формы. И сегодня я буду делать игрушку в смешанной технике. Лицо, руки, ножки будут из запекаемой глины. Это тут фирма Фима, мировой бренд. У нас раньше такой глины было очень мало, да, выбора было мало, а сейчас можно купить в любом магазине. Вообще полимерная глина, что она собой представляет? Она близка по структуре к пластилину? Когда она сырая, да, она близка к пластилину, но когда после запекания, да, она затвердевает и становится совсем вот таким каменным. А сейчас можете потрогать, она совсем мягкая. То есть действительно на ощупь практически неотличима от пластилина. Но в сыром состоянии она очень собирает много пыли. Поэтому я обязательно перед чем-то, да, когда собираюсь лепить, обязательно руки вытираю вот салфеткой. И вот тоже рабочее пространство тоже. Так. Вы давно занимаетесь полимерной глиной? Я полимерной глиной занимаюсь где-то с 2016 года. Время от времени, особенно во время декрета. И так получилось. Вообще я планировала в этом году немножко отдохнуть от полимерной глины, именно заняться другими материалами, видами творчества, да. Но так получилось, что все равно от меня не уходит лепка, и так получилось, что я сейчас учу лепки. Думаю, что это со мной навсегда. С настоящей глиной не пробовали работать с гончарной? Я хочу в будущем именно пробовать и с гончарной глиной. Все-таки выйти на изготовление посуды, как раньше, да? Да, посуды можно, такие керамические кашпо сделать, разные. Полезные предметы для быта, функциональные какие-то. А так я сама делала игрушки, куклы, елочные игрушки. В основном из такого материала делают декоративное изделие, потому что она очень подходит, не ломается. Вот это что вы сейчас делаете? Это пластмашина. Это для того, чтобы быстро глина смягчилась. Специально она предназначена для глины. Есть еще и для кухни, для лапши, да. Некоторые мастера пользуются этой машинкой. Вот так вот примерно катаем, и выходит вот такой вот ровный пласт. Особенно можно делать юбочки, очень хорош тем, что аккуратно именно выходит. Одинаковой толщины везде, не надо ее раскатывать. Под Да. воздействием температур легче работать с полимерной глиной или без разницы? Когда тепло, полимерная глина на руках начинает быстро таять, да, мягче становится. То есть высокие температуры тоже не очень хорошо? Наоборот, мне кажется, лучше. Она мягкая становится. А когда зимой
она сильно твердая. Ну, особенно детям бывает трудно с этим работать. Поэтому иногда я советую вот так вот придержать батареи, она тогда становится постепенно мягкой. Ну вот я примерно сделала так, основу лица мамонтенка, да? Почему я именно выбрала образ мамонтенка? Ну, потому что хочется что-то свое, вот якутскую игрушку, да? Сейчас же особенно актуально вот такие иностранные игрушки, там лалафан, а еще там хаги-ваги, да? А почему бы нам якутское что-то это не сделать, да? Ну, в общем, так прищуриваем, да? Придавливаем, чтобы лицо было гладким. Особенно хорошо помогает именно влажная салфетка, да, она убирает и пыль, и заодно очень хорошо сглаживает. Сколько времени занимает изготовление вот такой игрушки? Ну, например, в моем кружке, я название кружка не сказала же, да, я сейчас обучаю детей к лепке, кружок называется «Мастерская кукол». Да? Мы начали именно лепить из полимерной глины запекаемой, потому что она более там, легче дается детям. Да? А есть виды, ну разные виды есть полимерной глины. Есть и самотвердевающая глина, которая, ну, когда лепишь, она морает руки, да, и застывает она где-то через сутки. Поэтому, чтобы дети получили результат побыстрее, я вот начала обучать именно из запекаемой. И это где-то занимает время, 2-3 занятия, тоже от возраста. Сейчас ко мне ходят дети с 9 до 11 лет. Вообще я и сама учусь у детей, да, они, в отличие от взрослых, так долго не думают, сразу начинают лепить. И есть, конечно, такие правила скульптуры, да, лица, для лепки лица. Там уши не должны быть выше линии глаз, и вот ноздри должны пропорции, быть. Да, пропорции скульптуры. Лица соблюдаются. Да, ага. Ну, сейчас мы лепим таких лесных существ. И, допустим, у детей получается лицо, там, не обращать внимания, там, у кого-то глаза неравномерные, да, у кого-то нос совсем маленький. Но этими уникально так выходят изделия уникальными. И наоборот, так здорово, что они так быстро берут и делают. А ваше первое изделие каким было? Мое первое изделие было малыш. Смотрела уроки по Ютубу, и вот тоже смешанной техники. Лицо из полимерной было и мягкое тело. Я всегда делаю малышей почему-то. Меня вдохновляют мои дети, поэтому вот как-то люблю малышей. Вот сейчас мы делаем мамонтенка по смешанной технике. Какие техники смешаны в данном случае? Тут техника, у нас игрушка не полностью, да, из полимерной глины. Получается, она и из мягкой, из ткани. Она тем хороша, тем, что она полностью тактильная. Можно ее потом будет там, допустим, на фотосессии детские вместе с ребенком там положить, не боясь, да? Она такая мягкая, на ощупь очень приятная. И... То есть, как мамонтенок, он должен быть в шерсти. Да, шерсткой. Но и по этой технике не только мамонтенка делает, но и вообще монстриков, там, кошек, медведей. В общем, есть мастера, которые очень здорово делают. И у них так серьезно занимается такой техникой. Вот я беру металлический стек и уже вот приглаживаю стыки, да, чтобы не было так видно. То есть для работы с полимерной глиной нужен особенный инструментарий, да?
Ну, вообще, нет, можно и обойтись там, инструментами для маникюра. Ага. У меня вообще первый инструмент был, там, была зубочистка. Я зубочисткой делала лицо малыша. Ага. Ну, а потом, когда... Ну, кстати, очень удобно тоненькой палочкой, наверное, Да, делать и личико. иголка. Ага. Иголкой тоже работать. А как вообще пришли к полимерной глине? Вы видели именно сюжет какой-то в Ютубе или где-то с изделием каким-то познакомились? Ну, в то время полимерная глина в Якутске еще не очень известна была, да, только-только вот развивалось хобби куклоделывания, да, и я увидела это впервые. Тут якутская мастерица, Ухарчана видела, Баппага ее зовут. Ага. Ее куклу увидела и очень вдохновилась. Тоже захотелось там сделать свое своими руками. Разве можно так получить? Сделав своими руками, так удивилась. Ну и потом тоже по Ютубу смотрела уроки и вот начала уже делать самостоятельно. Вообще увлечение лепкой дорогостоящее сегодня. Очень верный вопрос, да. Ну, смотря как. Можно, в принципе, из подручных средств сделать, да. Допустим, для ткани взять там старую одежду там, или шапку можно. Даже игрушки из носков же есть. Да. Ну, конечно. Да. Так, а сейчас вот, когда я делала именно из импортных материалов, да, из американских, из германских, да, ну сейчас все мы знаем, что на импортные товары цены выросли где-то 4 раза. Я видела в социальной сети, некоторые мастера делают уже, пробуют уже отечественные материалы, да, ну, будем экспериментировать. Они тоже во многих каких-то не отступают. Это мордашка нашего мамонтенка получается. Уже у него есть глазки, да? Да, Есть ага. хоботок. Вот я примерно сделала следы глазок, да, потом можно тут добавить глазное яблоко, либо же просто покрасить черной краской. Ага. Абсолютно на свою фантазию. И уже добавляю тут ротик. Направление шерсти можно сделать при желании. Да, ага. Направление шерсти можно. Так. Давайте покажем, что у нас получается. Ну, пока вот совсем в начальной стадии. Это наш будущий мамонтенок. Полимерная глина, она действительно по структуре как пластилин, очень мягкая, чуть-чуть липнущая, но не пачкающая руки. Но работы еще предстоит много, верно, Виктория Ивановна? Да, я сказала, где-то 2-3 занятия, да, это примерно выходит
Мгм. Можете сделать тут 2 дырочки, как здесь. А для чего нужны вот эти 2 дырочки? Это для того, чтобы пришить к голову. То есть дырки должны быть сплошные. Мгм. Так. Ну, в принципе, все. Мы еще хобот не сделали же. Ну, можно сделать белым цветом. Тоже нужно вот глина, она когда долго лежит, становится совсем твердой. С ней надо долго там разговаривать. И только потом она становится мягкой. Это клыки будут? Да. Это клыки. Ну, тут у нас как бы творческий подход, можно делать или не делать. Ага. Действительно, без творческого подхода здесь никак не обойтись, потому что мы же не знаем, в каком возрасте у мамонтят вылезали бивни, появлялись. Да. Ну, я сейчас вот делаю бивни. Чтобы сделать глину мягкой, да, побыстрее, есть специальные растворы. Вот, например, фимогель. Ага. Вот без нее никак невозможно обойтись. Нет, это краска вот с желтой крышкой. Ага. Ну, буквально там капельку достаточно, и сразу глина становится мягкой. Виктория Ивановна, а как пришла вам идея изготовить мамонтенка? Ну вот я, например, на кружке спрашиваю там у детей, да, что вам нравится. Обычно дети сразу начинают там делать своих героев, да, но есть и некоторые дети, которые там еще пока не определяются, да, или долго думают. И вот я тогда начинаю спрашивать, кто тебе больше всего нравится, какой персонаж там, или твой любимый мультик, да. То есть идею спродуцировали вместе с воспитанниками? Да, ага, ну, в основном дети говорят вот таких персонажей там, из фильма, из иностранных, да, или там диснеевских героев. А потом я решила, а почему бы ну, детям не популяризировать наши вот такие символы? И вот кто-то уже делает мамонтенка. Можно ротик сделать открытой. Вот так вот, да? Ну, вначале, когда я только-только начинала лепить, мне результат моих изделий вообще не нравились. Я долго сидела, пока там не получала то, что хотела, да? Ну, и потом вот уже в последнее время там уже начала более по-простому относиться. Особенно вот на таких творческих игрушках. Это можно как угодно, допустим, слепить ушко или ухо, да? Ой, то есть носик, глазки. Можно даже с одним глазиком вот тут на лбу сделать. Ну, вот так вот примерно у нас получилось. И Веселый и добрый мамонтенок. ага. Можно сделать еще тут румяна. Для румяна подходят в сыром виде вот такие мелкие сухие, да, краски. Ну, чтобы покрасить. То есть раскрашивать мордашку нужно до запекания? Ну, это тоже когда. Я, допустим, делаю до запекания, потому что она получается особенно на лицах людей, ну, когда делаю людей, да, более естественно. Ага. Но есть и акриловые краски, но они более яркие. А мне нужно сейчас получить такую, только слегка, да? Ага, поэтому крашу именно до запекания. На морозе погулял наш мамонтенок. Ну, можно так сказать. Довольный. Ага. Вот примерно можно сделать так. Иногда даже
чувствуешь себя, как сказать, Стилистом. визажистом. Особенно, когда делаешь вот лица детей там, или взрослых. Так, ну все, можно уже запекать. Запекается глина при определенной температуре. Ну, самостоятельно дома будет немножко сложно, потому что наши духовки показывают разные температуры. Поэтому желательно приобрести вот такой термометр, да? Она сразу показывает нужную температуру, где-то от глины тоже зависит. Некоторые глины запекаются при 110 градусов, ну, в основном до 130. Можно уже получить через 30 минут готовое изделие. Процесс запекания полимерной глины займет до часа. В результате у нас получится вот такой очаровательный мамонтенок. Виктория Ивановна, что мы делаем дальше? Ну, дальше уже, когда получили уже готовые полимерные глины, да, она уже становится вот такой вот твердой. Есть некоторые глины, которые прямо вот мнутся, резиновые, да. То есть виды полимерных глин очень разные. Да, очень разные, и смотря что вы лепите, да. Вот. Потом мы уже соединяем голову с материалом, вот такой вот можно, да. И вокруг мы начинаем клеить. После поклейки мы шьем голову, да, вот так вот, чтобы соединить с телом. То есть мордашка приклеена к ткани, получается. Личико нашего мамонтенка к ткани приклеено. Да, ага, она приклеена, и уже мы начинаем соединять голову с телом. Набивной материал здесь какой? Да, чтобы набить игрушку, можно там синтепоном, обычными такими материалами. Ну, некоторые даже набивают опилкой для экологичности. Помните, раньше... Опилками. Ага. Помните, раньше делали куклы, фарфоровые куклы, и набивали опилкой. Можно ли дать вот эту игрушку самым маленьким? Да, конечно, можно, но опять же, смотря от возраста. Да, все равно же дети до 3 лет, они все в рот кладут, поэтому тоже тут нужно осторожно. И, ну, как я говорила, можно еще использовать для фотосессии. Там рядышком же ложат таких игрушек для совсем маленьких. Вообще, насколько безопасна полимерная глина? Ну, она безопасна, да, но тут нужно соблюсти вот такие технические моменты. Допустим, если передержать в духовке, она может выделить такие вредные вещества, да, и поэтому обязательно нужно посмотреть на упаковке, при какой температуре выпекается. То есть соблюдение технологий в процессе очень важно. Да, ага. Так, вот мы закончили последние штрихи, и уже можно кому-то подарить или играться. Вот такой мамонтенок у нас получился. Можно использовать как сувенир, который украсит интерьер. Спасибо, Виктория Ивановна. Это была программа «Мы вам покажем».